Уголовное дело в отношении Михаила Брагина региональное управление Следственного комитета возбудило в октябре 2015 года по оперативным материалам ФСБ. Силовики выяснили, бессменный руководитель республиканского отделения ЛДПР предложил двум членам партии, столичным предпринимателям, выдвинуть кандидатуры в Совет Сыктывкара, но только при условии финансирования избирательной кампании. В 2015 году Михаил Брагин, являясь руководителем комрегионального отделения одной из политических партий, предложил предпринимателям получить места депутатов в Совете городского округа Сыктывкар по партийным спискам за незаконное денежное вознаграждение по 1 миллиону рублей с каждого. Один бизнесмен отправил вместо себя на выборы делового партнера. В 2 этапа передал деньги – 500 000 на избирательный счет отделения ЛДПР и $7 000 через жену партийного функционера. Вторая, женщина-предприниматель, видимо, опасаясь подвоха, не захотела отдавать всю сумму до выборов. Если я просил по телефону, и смс-ки что деньги мне не... Она говорит, давайте после выборов я вам дам. Я говорю, мне не нужны после выборов. Я даже есть в материалах дела. Телефонные договоры. Я говорю, какие после выборов? Деньги нужны сейчас на агитацию, на УИКи закрыть, наблюдателей. Вы посчитайте. Вот посчитай, сколько на наблюдателя надо. 700 000 рублей, чтобы все участки закрыть. Чтобы членов УИК совещательного было, чтобы они до конца доработали этот день. 1000 рублей. Сколько 700 плюс 700? 1 400 000. По итогам выборов в Госсовет 2015 года ЛДПР не получила необходимого количества голосов избирателей для прохождения двух бизнесменов в Горсовет по партийным спискам. Но Брагин уговорил других однопартийцев отказаться от мандатов в пользу проигравших предпринимателей. В итоге один из них стал народным избранником. А вот женщина, которая все тянула с передачей денег, заветную корочку депутата получить так и не успела. Вмешались силовики. Депутата арестовали, вину он не признавал. Деньги, я вам клянусь, у меня их нет в карманах, я их не брал. Эти 500 000, которые пресловутые, которые где-то там у кого-то там или у нее, но у меня их не было. Следствие обвиняло Михаила Брагина и в других преступлениях, например, в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Занимая кресло председателя комитета Госсовета по социальной политике, он продолжал руководить своими коммерческими структурами через подконтрольных людей. А кроме того, пользуясь своим высоким положением и связями, давил на конкурентов по рекламному рынку, чтобы те подешевле продали свои рекламные конструкции. В целях получения контроля над рекламным рынком Республики Коми Брагин, используя свои должностные положения и связи в правительственных органах, организовал проверки со стороны ГИБДД МВД по Республике Коми рекламных конструкций, принадлежащих конкурирующим хозяйствующим обществам. После чего предложил руководителям указанных организаций в обмен на прекращение проверок со стороны правоохранительных органов продать им рекламные инструменты предприятия, баннеры, арки, перетяжки по заниженной стоимости. Михаил Брагин заявил в суде, что сам стал жертвой давления со стороны бывшего вице-премьера Константина Рамаданова, который хотел подмять под свою аффилированную компанию весь рекламный рынок Сыктывкара. По вопросу о депутатских мандатах позиция была одна – это были добровольные пожертвования. Суд, рассмотрев уголовное дело, пришел к выводу, что региональный лидер ЛДПР виновен лишь в покушении на получение коммерческого подкупа в 500 000 рублей от женщины-предпринимателя. Деньги второго кандидата были так или иначе переведены на партийный счет. Фемида посчитала недоказанной вину Брагина по эпизодам с давлением на конкурентов и управлением своим бизнесом. Приговор, штраф 2,5 миллиона рублей и 3-летний запрет на госдолжности не устроил все стороны. Они обжаловали его в Верховном суде Коми.